Ежегодно в Кыргызстане образуется около 5110 миллионов килограммов мусора. Получается, что на одного жителя Кыргызстана приходится по 540 килограммов бытовых отходов в год. На данный момент в Кыргызстане 406 мусорных полигонов, из них 107 зарегистрированы и 1000 неучтенных стихийных свалок. Заполняемость имеющихся полигонов уже сейчас на критическом уровне. Более 80% мусорных полигонов нуждаются в срочной рекультивации. Сегодня проблема утилизации мусорных отходов – одна из самых острых экологических проблем в нашей стране. Кыргызстан – страна невероятных пейзажей, скалистых гор, кристально чистых рек и озер, заповедных лесов. Отношения с природой – это всегда взаимность, требующая усилий и должного отношения со стороны человека. Экологическое воспитание и экологическое поведение, умение бережно обращаться с природой – важная часть жизни человека. Большое внимание экологическому воспитанию уделяется в мировоззрении кыргызского народа. Говорится об этом и в эпосе «Манас». Кыргызы с древности создали гармоничную систему единства духовного и материального мира, в котором почитались одушевленная природа, священными признавались огонь, вода, горы, камни, животные. Природа – удивительная вещь. Она может приносить пользу, радовать, давать урожай и комфортные условия для жизни. А может обрушиваться стихиями и бедствиями. Природа – естественная среда обитания человека. Но человек в условиях технического прогресса тоже оказывает воздействие на природу. И все чаще, в результате необдуманных действий, человек катастрофически изменяет или уничтожает природу. Переработка и утилизация мусора становится все более серьезным экологическим вызовом для природы. Организация правильного процесса переработки мусора не даст сиюминутного результата, но позволит избежать серьезных глобальных экологических проблем в будущем. Выкидывая использованную бутылку, пластиковый пакет, батарейки, многие из нас и не задумываются о том, что оставляют таким образом в природе свой далеко не лучший след, порой на тысячелетия. В Кыргызстане уже сегодня есть села, которые активно занимаются переработкой твердых бытовых отходов. Их положительный пример показывает, что при правильной организации подобная инициатива приносит только положительные результаты. Бұл жұмысты 2013 жылы бастаған. 2013 жылы. Мэр Сапок, Самосвал. Идея собирать мусор в моем селе у меня возникла в 2013 году. Тогда у меня еще не было ни машины, вообще ничего не было. Взял у друга Маматова Улана. Он сейчас в Бишкеке живет. Свой первый Мерседес Сапог, бортовой. Через год его машину пришлось продать. И я начал просить грузовик у друзей, знакомых. Даже обращался в ближайшие санатории. Мне никто не отказывал. Дело-то хорошее. А потом уже депутат ЖК помог селу купить машину, на которой я сейчас работаю. Ежедневно в Кыргызстане образуется около 14 миллионов килограммов бытовых отходов. При условии, что средний сельский житель производит вдвое меньше, чем человек, живущий в городе, получается, что на одного жителя Кыргызстана приходится по 1,5 килограмма мусора в день. Село Эшперово – одно из немногих сел в Кыргызстане, где жители самостоятельно пришли к идее раздельной сортировки бытовых отходов. На собственные средства в каждом квартале села уже установили 28 комплектов для сортировки бытовых отходов. Вот эти бачки, которые тут стоят, это жители поставили. У нас 28 кварталов, везде, весь квартал собрали деньги и ограждения, и 3 бачка установили.
И у нас был план, что в дальнейшем будем вывозить с этих контейнеров раздельно собранный мусор. В первом бачке у нас пластик, на втором бумага и текстиль, на третьем у нас получается стекло. Все это собирается, прессуется, потом сдается в Бишкеке, отправляется в Бишкек. У нас централизованная автомашина там была организована. Это начиная с Кызылсу, Барскон, Гаджисай, Букамбаева, потом у нас есть первого. В 5 селах, то есть собранный весь мусор отправлялся в Бишкек, и там сдавались. Вообще-то эта идея собрать мусор раздельно, да? Она исходила от замакима нашего района. Во-первых, он уже ездил в Германию. После Германии он советовался, дал свои советы, что можно раздельно собрать мусор и перерабатывать в дальнейшем. И после этого у нас в селе 3 или 4 раза у нас прошло общественное слушание, как мы будем собирать, что будем вести, как. Да. И для этого через Якутский фонд развития была куплена автомашина, манипулятор, то есть с бачка, чтобы высыпать весь мусор и в дальнейшем везти на пункт приема и там сортировать, не сортировать, а просто собрать весь этот мусор, прессовать. Начальная идея была мыть пластик и потом дробить, потом на переработку. Так как у нас, оказывается, объем маленький, из-за этого мы стали прессовать все это, наш мусор, и отправлять в Бишкек. Открыли пункт приема, где сдавали в субботу и воскресенье весь этот собранный отдельные люди, которые ходили, собирали и сдавали. Жители села Эшперово думают о дальнейшем развитии этой инициативы. Планируется внедрение раздельного сбора мусора в 5 дополнительных аильных аймаках, дальнейшая переработка бытовых отходов для улучшения жизни в селе, расширение парка спецтехники и в ближайшей перспективе выход проекта на самоокупаемость и рост прибыли для сельчан. Мы сейчас научились сортировать мусор, и детей этому учим. Новые полигоны для мусора открывают, но они быстро заполняются. И эти полигоны приносят много вреда экологии. А вместо этого сортировка и переработка мусора помогают избавиться от полигонов, что хорошо для жителей и для государства. Я надеюсь, правительство поддержит. Нам уже стало привычно сортировать мусор. Пластик отдельно, железо, стекло и другие отходы. Потом все это сдаем в приемный пункт. Вообще наше село может похвастаться много чем. Чистота, организованность. Из своего кармана мы дороги тоже отремонтировали. Не сказал бы, как в городе, но не жалуемся. Мы еще часто устраиваем субботники. Если сказать коротко, все как в городе. Самое главное — поддержка государства. И еще хочу отметить, что местное руководство поддерживает как может. Никогда не отказывают. Надеемся, будет поддержка и дальше. Для обеспечения чистоты у нас в селе внедрили очень хороший проект. Надеемся, что теперь у нас будет так же чисто и порядочно, как в городе. Теперь у нас на каждой улице есть урны. Очень удобно для сортировки. Жители соседнего села говорили, что в нашем селе очень чисто и тоже интересовались проектом. Мы рассчитываем в 5 аильных аймаках организовать раздельный сбор мусора. Там много не надо. 2 машины, которые прессуются собранный мусор и вывозится на пункт приема. То есть там будет моечный станок, потом дробилка, потом станок, который выпускает шланги для капельного вращения. Не для питьевой, а это получается вторичная у нас переработка.
При населении более 150 тысяч человек в Жетеугузском и Тонском районах образуется около 76 тонн твердых бытовых отходов в день. Это больше 27 тысяч тонн в год. Только 20% этих отходов перерабатывается. Остальные 80% будут захоронены или сожжены. Это становится причиной загрязнения воздуха, сточных вод, близлежащих ручьев. Разделение отходов многократного использования увеличит рециркуляцию ценных частей до 50%. Это уменьшит воздействие на окружающую среду и улучшит санитарную ситуацию. Село Тамга Иссык-Кульской области находится в числе первых сел Кыргызстана, которые начали сортировать твердые бытовые отходы. За последние 2 года удалось наладить диалог с местными жителями, внедрить технологию сортировки и прессовки пластиковых отходов для последующей переработки. Нам местные люди приходят и сдают эти баклажки. То есть мы у них покупаем. Там 2 сомы 50 копеек. Получается килограмм. И раз в год приезжают и забирают они. То есть мы им сдаем по 3 сомы 50 тен. Получается мы у людей тоже покупаем и сдаем фирме Ищака. Вот они забирают раз в год. Это получается где-то они должны приехать где-то в декабре. В пятницу, в субботу, в воскресенье он выезжает на сбор мусора. Эти сельчане уже готовят в мешках или в кучке, выставляют свои мешки и потом он уже забрасывает в свою машину. Очень хорошо, что появилась такая машина, и у нас село стало намного чище. Очень много урны поставили ребята тоже. Ну вот хотелось бы еще, чтобы побольше было, потому что летом у нас народу много, а бросает вот от мороженого, от вафель, от печенья, кидает фантики. Суббота, воскресенье кидать, а кетет или суббота или воскресенье. Расписание В субботу или воскресенье приезжает мусоровоз. Лично я, когда выбрасываю мусор, сортирую его. Строительные материалы отдельно, пластик, полиэтилен отдельно и остальное отдельно. Потом все это забирают. Молодцы, хорошо работают. Кыргызстан и его голубая жемчужина, озеро Иссык-Куль – это благоприятное место для туристов в любое время года. Но в связи с большим потоком туристов вырастает и дополнительный объем мусора, что пагубно влияет на экологическую среду нашей страны. Сортировка и сбор твердых бытовых отходов стал отличным подспорьем для набирающего обороты экотуризма. Мы решили в своем гостевом доме утилизировать пластиковую тару и мусор. И начали сортировать его на 2 типа: пластик и бытовые отходы. Пластик мы сдаем в Айликмёд, а бытовые отходы на местном полигоне. Из-за этого мы стараемся заботиться о окружающей среде, не загрязнять природу. Елден чоңылтқан ақшаға май құямыз, бізде ЖКХ бар, ЖКХ директоры, бухгалтеріміз бар. Топливо заливаем на деньги, собранные жителями. Нужные запчасти тоже покупаем за эти деньги. Заработная плата у меня 5700 сом. Летом работаем почти каждый день. Собирается мусор на пляже. В данное время с 9 до 17 внутри села по выходным. Так как объемы мусора одного села относительно малы, в селе оборудован только цех по приему и дальнейшей прессовке пластиковых отходов, а для дальнейшей переработки мусор отправляется в город Бишкек. Абдан жақсы болып қалды, мұры қарғанда. Радуется. Абдан жақсы болып қалды.
Мургудай Жители села поддерживают проект. График вывоза знают все. Помогают, мусор куда попало не бросают. Наше село находится в пляжной зоне, поэтому соблюдаем чистоту и на берегу озера. Перед сезоном на выходных проходят субботники. Для организации сбора и переработки твердых бытовых отходов в сельской местности необходима покупка мусоровоза стоимостью от 700 тысяч сомов, покупка и установка баков для сбора и сортировки твердых бытовых отходов стоимостью от 6 тысяч сомов за штуку, покупка пресса для прессовки пластика и бумажных отходов стоимостью 150 тысяч сомов, заработная плата одному человеку от 7 до 10 тысяч сомов, организация и выделение специализированного помещения для приемки и сортировки твердых бытовых отходов. Примерная стоимость организации раздельного сбора твердых бытовых отходов для села с населением от 5000 человек составляет от 20 до 30 тысяч долларов. Предполагаемая прибыль со сбора мусора – сбор денежных средств с сельчан за вывоз мусора от 50 до 80 сомов в месяц с каждого дома. Прием макулатуры, газеты, журналы, книги, типографские и офисные отходы от 4 до 8 сомов за килограмм. Прием пластиковых отходов от 12 сомов за килограмм. Стекло – 2-3 сома за килограмм. Полиэтилен от 5 до 20 сомов за килограмм. За последние 5 лет в городе Бишкек процесс сортировки мусора стал своеобразным трендом и все больше и больше набирает обороты. Прививать культуру сортировки мусора в большом городе намного сложнее, чем в селе. Жизнедеятельность столицы оставляет после себя тонны мусора в день, который концентрируется не только в домах горожан, но и на улице. Возникла идея еще летом 2019 года. Мы сами любители фастфуда, кушали и часто замечали, что мусор везде валяется. Администратору несколько раз делали замечания, но он говорит, что это все из-за пластиковых бутылок. Так как пластиковые бутылки, они объемные, 2-3 бутылки класть в эту урну и все, остальной мусор туда не помещается. И мы начали думать, что мы можем сделать хорошего для города. И установили урну, которая в нескольких фракциях, чтобы можно было туда сортировать. То есть это бумага, пластик, пищевые отходы. Но заметили, что это не дает никаких плодов, так как у людей нет еще такой культуры, и люди использовали эту урну не по предназначению. Потом придумали себе такую теорию, что нужно подходить к этому пошагово. Людей нужно обучить сначала сортировать один вид мусора, потом туда добавлять другие фракции, как только это войдет в привычку, да? И решили начать это все с пластика, поскольку пластик, он самый такой трудноизлагаемый, и потом еще, как мы сказали, он очень объемный. И чтобы людям было сразу понятно подсознательно, что туда нужно бросать пластик, мы сделали урну в форме пластиковой бутылки. Все это начиналось с одной урны, то есть мы одну урну поставили около ГУМа, и мы удивились сами, что у нас, оказывается, люди такие отзывчивые. Многие горожане наши звонили нам, говорили, чтобы мы им тоже поставили. И мы таким образом начали их увеличивать. И когда уже количество достигло примерно 20 штук, мы уже серьезно начали над этим работать. Мы не планировали их так расширять, но потом подумали, почему нет, и начали работать над расширением. В данный момент мы выиграли в гранде ПРООН, и они нам дали средства на изготовление 40 таких урн. Как второй этап нашего проекта, мы сейчас эти урны устанавливаем не в общественных местах, а около домов, в жилых комплексах. Поскольку мы сейчас уже хотим, чтобы люди начали дома откладывать пластик от всего остального мусора и бросать этот пластик в наши урны. И в данный момент уже по городу у нас насчитывается 250 таких урн. Это все мы изготавливаем за счет фандрайзинга. Главная наша цель – это как раз создание такой культуры. В данный момент мы устанавливаем эти урны, и вообще можно сказать спасибо нашим горожанам, они быстро привыкают. И у них главная ценность
это экология. То есть они реально хотят чистую экологию, реально хотят чистый двор, поэтому и выбрасывают пластик в наши урны. Но нам бы хотелось еще и дополнительную ценность для них найти, может быть, мотивацию какую-то, да? Чтобы люди не просто пластик ради экологии собирали, а у них чтобы еще и, может быть, какой-то финансовый интерес был. Мы насчет этого сейчас работаем. Если мы этого добьемся, то мы думаем, пластик будет собираться еще чаще. То есть появятся люди, то есть для которых именно финансовый интерес будет важен, они тоже уже будут дома складывать пластик. Вот это вот наша главная цель, планы на будущее. За 2 года работы «Зеленой команды» в городе установлено более 250 урн для сбора пластиковых отходов. Однако для огромного мегаполиса этого, безусловно, недостаточно. Сортировка отходов должна стать личной миссией каждого горожанина. Тем более, что прогресс в этой области не стоит на месте. Уже разработано специальное приложение, которое стало отличным помощником и для мелких пунктов приема, и для неравнодушных горожан. В приложении каждый может найти ближайший к нему пункт приема. Геолокация приемных пунктов не ограничивается только столицей. Каждый год добавляются новые города. Идея возникла в 2018 году, когда наши создатели поняли, что есть потенциал у маленьких переработчиков в Бишкеке, и их просто нужно соединить с горожанами, которые хотят уменьшить свой экологический след, сортировать и сдавать. Через приложение можно найти ближайший пункт приема. Сейчас у нас есть также малые города, как Каракол, Талас, Чолпан-Ата, Нарын. И также есть опция вывоза вторсырья в Бишкек. Нужно скачать приложение, ознакомиться с инструкцией по сортировке и сортировать и сдать вторсырье. 2 способами: либо вы физически приносите и продаете свое вторсырье, либо вызываете вывоз на дом. Есть экономическая составляющая, и цена, конечно, варьируется от вида сырья. Стекло и железо дороже, пластик дешевле. И также в нашем приложении есть опция того, что вы зарабатываете баллы. Эти баллы можно обменять на товары или услуги у наших партнеров. Так бизнес в Бишкеке поддерживает сортировку и поощряет горожан сортировать и сдавать. У нас есть сложности с тем, что нет маркировок на продукции, и никто не может объяснить, как сортировать те продукты, которые есть у нас на полках в магазинах. Есть сотни видов пластика, и зачастую переработчики определяют вид, который можно сортировать на ощупь. Также большинство переработчиков, они не следуют экологическим нормам при переработке, и мы тоже сейчас работаем над тем, как это изменить, чтобы наши переработчики и сборщики, которые являются нашими посредниками, работали качественно. Мы убедились в том, что есть потенциал и интерес у наших горожан сортировать и сдавать. В особенности пандемия показала нам важность того, чтобы использовать внутренние ресурсы и перейти к циклической экономике, чтобы наши ресурсы попадали не на полигоны, а вот переиспользовались. Мы не агрессивны с загрязнителями, мы хотим с ними дружить и научить их быть экологичными. Мы понимаем, что сортировку нужно внедрять системно, чтобы это было удобно и стало частью нашей культуры. Для более кардинальных изменений нужны усилия не только одних лишь властей. Требуется комплексная перестройка всего нашего образа жизни. Сортировка бытовых отходов должна стать естественной и комфортной частью нашей жизни. Это сложно, но это возможно. Главное, каждому начать с себя.